Это шедевр. Это просто что-то нереальное. Раз, два, три. Ведь все мы знаем, что Владимир Владимирович Путин — это работает. Это просто работает. 54-летний мужик. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы в замечательном кинотеатре Cinema Center смотрим премьеру фильма «Мумия». Ну что ж, посмотрел я новый фильм «Мумия», и надо сказать, я ждал этот фильм, потому что, во-первых, мне нравится оригинальная трилогия с Брэндоном Фрейзером, даже третья часть, в принципе, мне нормально зашла, и, во-вторых, потому что мне очень нравится Том Круз. Тому Крузу 54 года. 54-летний. Я бы хотел выглядеть как Том Круз. Что происходит? Ребята, 14 лет назад ему было 40. Через 6 лет ему будет 60. Том Круз в идеальной физической форме, и он выглядит лучше, чем большинство 20-летних людей на планете. Самое главное, его внешний вид — это не то, что это пластические операции, освещение, работа оператора. Нет, по нему видно, что это его энергетика и работа над собой. Я бы сравнил его с Моникой Белуччи, который в свои 52 тоже даст фору многим молодым. И это на самом деле, во-первых, вызывает огромное уважение, так как это труд, а во-вторых, это внушает оптимизм, что после 35 есть жизнь, и жизнь эта в случае Тома Круза очень даже неплоха. В комментах меня часто обвиняют, что я незаслуженно ругаю фильмы, что я хейтер. Ну, что я могу сказать, было бы очень смешно, если бы этот фильм мне не понравился, и его я бы тоже разнес. Но, тем не менее, фильм мне очень понравился. Очень много там тех деталей, которые преподносятся как минусы фильма зарубежными критиками, мне лично, наоборот, пришлись по душе. Как вы уже, наверное, знаете, это фильм, который открывает серию вселенной монстров студии Universal. Серия фильмов со сквозным сюжетом, где будут присутствовать примерно одинаковые актеры, и где будет раскрываться тема различных монстров из, в основном, готической литературы. То есть это чудовище Франкенштейна, это Дракула, Горбун какой-то там также заявлен. Я не знаю, что это должно значить. Несмотря на то, что говорят, что это первый фильм вот в этой серии вселенной монстров, официально первым фильмом был Дракула, в котором снимался актер, который играл Барда Лучника в экранизации «Хоббита». Но этот фильм был настолько прохладно встречен публикой, что про этот опыт решили забыть и не говорить про то, что он относится ко вселенной монстров, хотя по факту он к ней относится и открывает, в общем-то, ее. Не знаю, к чему это все приведет, но тем не менее, факт есть факт, у нас есть Monster Universe, и нам с этим жить. Вообще, отдельного упоминания стоит сам монстр, заглавный, которому посвящен фильм. Это «Мумия». Как мы знаем, оригинальный фильм «Мумия» вышел в 1932 году. The Mummy. Is it dead or alive? Появился новый интерес к египетским пирамидам, к тому, что были сделаны новые открытия, эта тема муссировалась в СМИ и, соответственно, была интересна массовому зрителю. И вот тогда вышел такой ужастик, рассказывающий про мумию, это все было свежо, интересно и страшно. Но здесь мы сталкиваемся с таким нюансом, что на дворе 2017 год, и мумия, как такое явление, то есть оживший мертвец, забальзамированный, обмотанный бинтами, это больше уже не монстр, это такой элемент популярной культуры, во многом как Кинг-Конг, допустим. То есть оригинальный Кинг-Конг, и я слышал это из первых уст, это было действительно страшно, это был хоррор. А сейчас это настолько все пережевано в вторичных произведениях, что, гигантская обезьяна, которая залезает на Empire State Building, уже никого особенно не пугает. Не сталкиваемся мы на повседневной основе с забальзамированными трупами, обмотанными бинтами, и поэтому «Мумия» — это не страшный монстр. Это действительно больше привет из золотого века кинематографа, это элемент поп-культуры. В принципе, так же, как зомби сейчас. Кстати говоря, очень много людей, когда узнали, что София Бутелла будет играть заглавную роль, все возмутились, потому что как так? Имхотеп был такой жуткий и страшный в оригинальном фильме 99-го года, где играл Брэндон Фрейзер. И вот здесь я склонен с ними не согласиться, потому что София Бутелла, чтобы вы знали, София Бутелла — это невероятно красивая женщина, танцовщица, она входила в танцевальные коллективы Мадонны, Майкла Джексона, она входила в олимпийскую сборную по художественной гимнастике.
и играла в серии фильмов «Шаг вперед». Она привнесла в этот образ именно то, что, мне кажется, ему не хватало, вот такой хорошей оригинальности и многогранности, потому что она вот создает этот образ чего-то красивого и смертоносного, похожего на змею. И действительно, этот образ сочетается с египетскими мотивами. И в этом смысле это безусловный выигрыш, как мне кажется. Еще один плюс, который многими критиками преподносится как минус, это то, что в этом фильме очень много заимствований. Первое, что вы замечаете с первых кадров, когда появляется Том Круз, это я где-то уже видел. На второй кадр вы понимаете, это же Uncharted. Это Uncharted, и этих заимствований прям так много, и они такие явные, начиная с крушения дома, заканчивая тем, что даже костюм Тома Круза похож на костюм Натана Дрейка. В принципе, мне это понравилось, потому что, что там говорить, Uncharted на данный момент в приключенческом жанре это определенная веха, которую не переплюнули ни в видеоиграх, ни в кино. Мне эти заимствования показались уместными. Также там видны мотивы из «Ходячих мертвецов», то, что там зомби, который оживляет мумия. Видны мотивы из современных фильмов о монстрах, таких как Ван Хельсинг, например, или Лига выдающихся джентльменов. И вообще этот жанр готических ужасов, переигранный на новый лад, мне в общем нравится. То есть, если вы вспомните также франшизу «Другой мир», поклонники настольных игр могут вспомнить вселенную World of Darkness, где существовали такие игры, как Vampire the Masquerade и Werewolf the Apocalypse. Я мог бы сказать, что сегодня не будет особых спойлеров, потому что я буду их избегать, но на самом деле это не так. Дело в том, что спойлернуть сюжет очень сложно, потому что фактически там есть всего 2-3 сюжетных поворота, которые более или менее можно предугадать, но которые не так отчетливо видны. В остальном же сюжет, конечно, пробиваем на 100%. Кстати говоря, там есть сцена, где падающий самолет и главные герои в невесомости болтаются. Это все снято не в декорациях, это все снято на настоящем самолете, который, ну, знаете, как сейчас инсценируют невесомость. Самолет летит по синусоиде, по такой, и в этих точках возникает невесомость. Все, включая оператора, вот в этой невесомости снимались. На самом деле это очень круто, хотя не знаю, насколько это оправдано, но тем не менее это, безусловно, добавляет естественности и достоверности фильма. Это классический фильм из 80-х-90-х, это приключенческий боевик с элементами небольшими комедии, которые в основном достигаются игрой Тома Круза. Видно, насколько он органичен в кадре, создается впечатление, что он явно импровизирует. В плане сюжета он, конечно, предсказуемый, простой, прямой как палка, но, говорю, это неплохо, учитывая то, какой это фильм. Да, в сюжетном плане нет ничего оригинального, но на самом деле, если вы как следует смотритесь, вы сможете увидеть, что, во-первых, операторская работа на очень высоком уровне, и я говорю не о каком-то стандартном голливудском качестве, а о том, что, ну, видна работа оператора-постановщика. То есть там есть хорошие кадры, там есть хорошая работа с 3D. Эффекты поданы, ну, скажем так, не прямо в лоб. Если вы поклонник приключенческих фильмов, я считаю, что вам это все должно понравиться. Стану ли я советовать этот фильм друзьям? Безусловно, да. Этот фильм мне очень понравился. Это прекрасный приключенческий боевик, который хорошо посмотреть на выходных, расслабиться, посмотреть на Софию Бутеллу, посмотреть на то, как Том Круз сохранился. Что еще для счастья надо? Мне кажется, это неплохой старт для хорошей франшизы. Этот фильм, несмотря на то, что его громят, мне кажется, он все-таки скорее удачный, чем нет. Поэтому, дорогие друзья, мне фильм понравился. Если вам интересно, идите в кино, смотрите. На этом у нас все. Че ты колешься? Аль, ты не колешься, ты меня током бьешь. Раз, два, три, раз, два, три. Реально током бьет. Петличка Sennheiser ME2 имеет скрытую функцию. Если вы говорите, она бьет вас током. Это, в принципе, то, что мне было нужно всю мою жизнь. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭН. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего — маслом машины. Руки стилиста — водой душистой. У визажиста — румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.